достройки и ввода в эксплуатацию, к сожалению, не нашлось ни аргументов, ни желания, ну, возможно, и соответствующих каких-то определенных моментов, чтобы этот объект уже был введен в эксплуатацию. Я уверяю, что мы его введем в эксплуатацию, и он будет также работать в числе тех социокультурных центров, которые мы строим. Так вот, социокультурные центры будут построены в Подчире, в Ухтыльском районе, Коровье Ручье в Устилимском районе, Дом культуры в селе Чиньеворы Княжпогосского района, социокультурный центр в деревне Денисовка городского округа Усинск. Все они будут введены в эксплуатацию уже к концу этого года. Ну и это только первый этап того, чем мы занимаемся в этой части. Извечная тема нашей республики, с учетом ее расстояний, труднодоступности, это дороги. Конечно, общаясь сегодня с жителями и с общественностью, в числе первых, конечно, звучит проблема с дорогами. Мы хотим быть доступными, мы хотим чувствовать себя комфортно. У каждого, кто, естественно, так сказать, в жизни уделяет особое внимание своему жизненному пути, в том числе есть возможность добраться на личном автомобиле. И, конечно, мы хотим иметь цивилизованную часть в этом вопросе. И, конечно, мы видим, верим и уверены в том, что скоро наши дороги будут в нормативном состоянии. Мы тоже в это свято верим и тоже к этому прикладываем достаточно большие усилия. Если в 2018 году на средства приведения дороги в нормативное состояние в республике выделено было 3,3 миллиарда рублей, то уже в 2019 году это 5,1 миллиарда рублей, а в 2020 году мы выделим 6 миллиардов рублей. В этом году мы продолжим приводить в нормативное состояние дороги, причем не только региональные, но и муниципальные, местного значения. Будет продолжено строительство дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар. В течение ближайших 2 лет планируем выполнить работы по реконструкции на участке река Кабанты-Вис и поселок Малая Пера, а это почти 30 километров. В этом году, наконец, приступим к строительству долгожданной дороги между Айкино и Косланом на участке Вольский-Мазандор. Коллеги, я обращаю ваше внимание, на это в бюджете в 2 года будет выделены почти 1 миллиард рублей. Вы так сидите, вот для вас это все понятно. Вы так вот, вы хоть отреагируете как-то. Ну, такое впечатление, знаете, вот эти усилия, ну да, оно само собой разумеется. Вот это вот вчера было, сегодня тоже это есть. Ну что, ну, он высказался, да, и дальше будем так. Слушайте, слушайте, я сам не верю тому, что я сейчас говорю, понимаете? Но это есть, и это будет реализовано. Потому что я вот смотрю на глаза Галины Зиславны Рубцовой, да, вот она сама не верит, что она подписывает и откуда ей потом деньги искать, понимаете? Да. Но еще раз говорю, это как раз многолетняя слаженная работа правительства по стабилизации финансово-экономической ситуации в регионе. Мы сегодня можем себе это позволить. И люди давно ждут, многие десятилетия, подчеркиваю, не годами, а многие десятилетия, чтобы такие вопросы власть решала. Поэтому этот участок, он действительно крайне сложный, серьезный, и мы, безусловно, решим эту задачу. Хочу отметить, что сегодня наш региональный проект, который входит в национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги, выполнен почти на 100%. И я хочу сказать, что здесь ни много, ни мало, а огромные деньги, которые мы с вами вложим, они, безусловно, как я уже сказал, пойдут в том числе в часть той темы, которая касается благоустройства нашей с вами среды жизни и жизнедеятельности. И, конечно, здесь немалую важную роль играет так называемый народный бюджет. Если вы помните, я напомню, что все-таки эта инициатива, опять же, была впервые введена в Республике Коми. И в 2019 году народный бюджет помог восстановить 14 участков дорог и, конечно, 22 участка улично-дорожной сети. Именно те участки, за которые проголосовали жители. Я всегда говорил, что именно на местах жители лучше всего знают, что нужно делать и на что нужно тратить средства.